в рамках Золотой Орды, как вассальный статус имея, чеченский МОХК, который в документах того времени упоминается под разными названиями, но в источниках, допустим, Тимура, азиатских источниках, эта территория называется Улус-Симсим. То есть это Улус-Симсим, Улус-Самсам, Улус-Самим, там разные интерпретации. Тема сегодняшнего обращения – это фальсификационная, лживая деятельность лжеисторика и фальсификатора Амина Тисаева. Перейдем к деталям. В своих лекциях, в своих публикациях, в своих книгах данный персонаж наглым образом пытается воровать аварскую историю, приписать ее к чеченцам. Коротко. Вот в этом текторе сообщалось, мы об этом говорили, что Хаур, тогдашний правитель Симсима, что он совместно со своим братом Сураком населил восточные горы. Доказательная база. Вот, пожалуйста, ниже представлена. Нуцал Суракат, аварский правитель. Это мой род, это мой прямой предок. Он приписан к чеченцам. Уважаемый чеченский народ, посмотрите и обратите на это внимание. Когда бывают разного рода споры и так далее, и когда говорят, что кто-то не прав, вешают какие-либо ярлыки и так далее, требуют доказательств. Вот вам прямое доказательство, как это лицо фальсифицирует историю. Прежде также им с легкой его руки подачи правители Симсима, то есть аварского государства, Каирхан, его брат, все его потомство также представлены чеченцами. Вот правители аварского ханства, Нуцалы. Мы опять-таки представлены там в его книгах чеченцами. Мы вот говорим, мы не имеем ничего неприязненного отношения чеченцев. У нас с чеченцами родственные отношения были и в прошлом и так далее, и братские отношения, и боевое братство также и так далее. Но при всем этом, наверное, да, нужно иметь честь и достоинство и говорить, да, что каждый должен оставаться того происхождения, из которого он есть. Тем более мы, мусульмане, и исламская религия там запрещает присваивать себя или кого-либо не к тому народу, которому они не имеют происхождения. Данный персонаж наглым образом пытается в своих книгах это представить. Для чего он это делает? Почему он обманывает прежде всего чеченский народ? Свой ли он для него или нет, я не знаю. Я не знаю происхождение данного персонажа, но объектом его лжи, то есть фальсифицируя нашу историю, но он обманывает вас. Он же пишет это для вас, для ваших умов, и представляет вот это все история якобы чеченского народа. Я буду и на чеченском тоже говорить «цо», «инстаханлера», «жаймах каха», «цо», «хирнах», «арнах», «уахбах», «хабарина», «ишуахужин», «ши виши циц ханахунд ячи», «цан ши урхаллах», «ши баню каха», «ши гуллах каха», «парой бала иши», «иштешк парой», «эшк парой», «вишт багой», «вишт чухиттанах», «одвелеги улканна», «цан нах ишхаллах», «он яч нохчи». Нуцал Суракат авар по происхождению, я его потомок. И мы аварского происхождения. Интеллигенции чеченской прежде всего, научным кругам, политическим кругам надо обратить внимание на деятельность этого персонажа, который ведет вот такую вот откровенную, оголтелую деятельность по фальсификации истории. И уже сам этот факт показывает, какой низкий уровень у этого горе-историка, который пытается людям показать историю. Вот даже вот эта ложь, которую он туда внес,
ставит под крайнее сомнение всю остальную деятельность, которую он делает. История, когда она изучается, она должна изучаться честно, беспристрастно, объективно. Но мы не видим подобных критериев в деятельности Амина Тисаева. Амин Тисаев, обращаюсь к тебе. Остановись. Убери вот это все лживое измышление из своих книг. Если ты этого не сделаешь, в конце концов мы будем вынуждены обратиться в суд. И шариатский, и светский, чтобы приостановить твою деятельность. В плане фальсификации истории и лжи. Вассалам ва калам.